Наш земляк – вдохновитель и организатор переписи населения. Первый, кто установил реальное число погибших в годы Великой Отечественной. В Комистате презентовали биографическую книгу о Владимире Никоновиче Старовском, экономисте и главном статисте Советского Союза. Произведение написано Игорем Бобраковым и стало шестым в серии о выдающихся людях Коми-Земли, Республика Коми, люди и время. Александр Карепин о новых неизвестных страницах истории. 88 год, вы все помните, это такое революционное время, да, все хотелось сносить, крушить, все ломать. И как раз в это время в «Огоньке» вышла статья «Расстрелянная перепись», из которой я узнал, кто такой Старовский. Старовский Владимир Никонович 35 лет, с 1940 по 1975 возглавлял Центральное статистическое управление СССР. Дольше, чем любой из руководителей ведомств за всю историю Союза. Старовского назначили на эту должность, когда 5 его предшественников репрессировали как врагов народа. Перепись населения в начале 1937 года показала всего 163 миллиона человек, вместо ожидаемых 170. Кто в таких случаях виноват? Понятное дело, что не начавшиеся репрессии, не голод, с точки зрения верхов, да, который унес миллионы жизней, виноваты те, кто проводил перепись. Поэтому все руководство было расстреляно, были репрессированы сверху донизу статистики. И потом уже одним из идеологов, кто проводил вторую перепись, был Владимир Старовский. Владимир Никонович родился в Помоздино в семье учителей. После вместе с родителями переехал в Выльград. Будучи 14-летним пареньком, начал трудовую деятельность в Усть-Сысольском статистическом бюро. Закончил первый вуз Коми, Зырянский институт народного образования. Затем по направлению президиума Коми облисполкома поступил в Московский университет, а по окончании сделал блестящую карьеру. Во время Великой Отечественной войны Владимир Старовский вводит новую методику моментальных переписей, которые дают оперативную картину по оборудованию, сырью, помещениям. Таких срочных переписей проводят больше сотни. После войны Старовский правильно считает людские потери, но данные засекречивают, а Сталин занижает число погибших до 7 миллионов. Тучи над главным статистиком сгущаются позже, в 1951-м. В музее Комистата пояснили, экономист Лука Ярошенко в пух и прах разносит учебник по политэкономии. Автор предисловия Сталин, научный руководитель Ярошенко Старовский. Владимира Никоновича отстраняют от должности. Впрочем, ненадолго. Заменить главного статистика неким. Старовский продолжает работать. Начальник Центрального статистического управления товарищ Старовский сообщил нам следующее. Эта перепись имеет большое народно-хозяйственное значение. В 1962-м Владимир Никонович стал депутатом Верховного Совета СССР от республики. Особое внимание уделял летнему отдыху детей. Сам встречал в Москве северные поезда, занимался организацией питания и экскурсий. Старовский никогда не забывал малую родину и следил за тем, как развивается республика. Именно он настоял на строительстве 2 зданий для статистиков Коми и лично говорил с министром высшего образования СССР по поводу создания Сыктывкарского университета. Старовский вышел на пенсию лишь в 1975 году, но прожил без работы всего 2 месяца. Сейчас на фасаде Комистата можно увидеть мемориальную доску Владимиру Старовскому, а его имя носит одна из улиц Сыктывкара. Александр Карепин, Олег Юшков, телеканал Юрган.